Памятное мероприятие, посвященное герою Советского Союза Раждена Барцыц, началось с возложения цветов к могиле воина, его супруги Валентины Джупа и их сына Михаила Барцыц в селе Псахара Гагарского района. Затем состоялось возложение цветов к бюсту героя. Память Раждена Барцыц почтили работники Государственного музея боевой славы имени Владислава Арзенба, представители районной администрации, а также дочери героя Жанна и Светлана Барцыц. Дочери поделились воспоминаниями об отце. Они рассказали, что самым любимым праздником Раждена Михайловича был праздник Дня Победы, и к нему он всегда готовился особенно. Да, День Победы, он не старался, а его приглашали однополчане в Керчь, Севастополь, Крым. Он всегда ездил туда и встречался с однополчанами. Летом приезжали они к нам. То есть это был его любимый праздник, его любимая песня «День Победы». Это просто он очень любил и всегда вспоминал своих однополчан с такой теплотой. Он помнил каждого своего матроса и при каких обстоятельствах он погиб на катере. Он все это так рассказывал красочно. Жанна Барцыц отметила, что основой фильма «Отец солдата» является история, рассказанная Ражденом Барцыц одному из режиссеров этого фильма. Его отец, узнав, что его ранили, поехал за ним. Сначала он поехал в Грузию, там где-то в Батуми или где-то он был в госпитале. Поехал он туда, не зная русского языка нормально. Там ему сказали, что уже его отправили в часть. И он поехал в Керчь для того, чтобы его найти. И вот это явилось прототипом «Отца солдата», а потом сделали вот этот фильм. Ражден Барцыц особо отличился в декабре 1943 года при форсировании Керченского пролива и в боях по удержанию плацдарма на Керченском полуострове. В составе отряда высадочных средств он вместе со старшиной Буровым под огнем противника сумел исправить поврежденный тендер и с наступлением темноты, сняв с берега раненых бойцов, благополучно доставил их на базу. Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм краснофлотцу Раждену Барцыц было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Вернувшись на родину, он много лет трудился заместителем начальника Гагарского рейдпорта, директором туристической базы автокемпинга. Ушел из жизни в 2002 году. Директор Государственного музея боевой славы имени Владислава Арзенба Мзея Бея лично знала героя. Она несколько лет жила по соседству с Ражденом Михайловичем и его семьей. Он каждое утро ждал меня, Ражден Михайлович, отвозя своего сына в школу, он поджидал меня, чтобы меня тоже повезти. Я то и дело стеснялась, то пыталась раньше пройти, то пыталась опоздать. Вот когда я опаздывала, он с заведенной машиной, с сыном уже в машине готовый, он меня поджидал. Участники памятного мероприятия посетили Гагарскую вторую среднюю школу, осмотрели школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне. Школьники подготовили композицию «Аладской трагедии». Эта школа с гордостью носит имя своего выпускника Раждена Барцыц. И спустя годы сегодня здесь получают знания и правнучки героя. Мой прадедушка родился 15 декабря 1923 года в городе Гагры в семье участника Абхазской сотни кавалера Георгиевского креста 3-й степени Михи Барцыц. Основная часть мероприятия прошла в Гагарской первой школе. Заместитель директора Музея боевой славы, историк Николай Медвенский прочитал лекцию о боевом пути Раждена Барцыц. Затем была проведена блиц-викторина на тему Абхазии в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии. Также школьники ответили на тематические вопросы. От Государственного музея боевой славы, представительства Россотрудничества в Абхазии учащиеся получили в дар книги по истории Абхазии и России. Шазина Ханагуа, Гугут Савардани, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.